Привет, это Крым Реальный, и, как всегда, по вторникам мы работаем в прямом эфире, и у микрофона Роман Спиридонов. Принуждение к российскому гражданству, введение российской административной и судебной системы вместе со всеми репрессивными практиками, изменение демографического состава, репрессии против несогласных с оккупацией, преследование за религиозные убеждения, подавление собственной культуры и идентичности. Весной этого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о соблюдении прав человека в Крыму за 10 лет российской аннексии. В Крымско-Татарском ресурсном центре с 2017 года зафиксировали 10 тысяч фактов нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму. Это только то, что удалось обнаружить. Не все факты нарушений становятся достоянием гласности, отмечают правозащитники. Сегодня, в Международный день защиты прав человека, в эфире радио «Крым Реалий» поговорим о том, за что преследовали российские власти крымчан в 2024 году, как изменились обвинения после начала полномасштабного вторжения, стало ли больше политически мотивированных дел в этом году по сравнению с прошлым. Также послушаем советы, стоит ли придавать огласке факты преследований, если они, не дай бог, коснулись ваших близких. Тема дня. По данным Крымско-Татарского ресурсного центра, в аннексированном Крыму на сегодняшний день 371 политзаключенный, больше половины из которых 229 представителей крымско-татарского народа. Правозащитники также зафиксировали 519 обысков, 1579 арестов, почти 3500 нарушений права на справедливый суд, более 600 нарушений прав на здоровье и 404 этапирования осужденных крымчан. При этом, отмечают правозащитники, большая часть преследований происходит в отношении крымских татар. С нами на связи Татьяна Савчук, менеджер по коммуникации Крымско-Татарского ресурсного центра. Татьяна, добрый день. Добрый день. О чем говорят эти цифры? Вот как вы объясняете, что больше половины всех этих фактов преследований происходит в отношении крымско-татарского народа? Действительно, недавно мы опубликовали такую информацию, что по нашим данным зафиксировано 10 018 правонарушений за 2017 и 2024 года. Что эта цифра означает? Эта цифра включает в себя количество обысков, этапирований, задержаний, арестов, справедливого суда, нарушения права на здоровье, допросы. Важно отметить, что это не просто цифра, а за каждой цифрой стоят отдельные люди с их судьбами, которые должны платиться за свою гражданскую позицию. И каждый такой случай детально описан и в наших анализах нарушений прав человека, которые собираются, и на основании этих данных наши юристы разрабатывают информацию, которую уже подсылают в соответствующие органы и организации, такие как ООН и тому подобное. И действительно, большинство случаев нарушений прав человека касается крымских татар, более 6 тысяч. И естественно, что это связано с тем, что крымско-татарский народ — это самый неудобный народ для Российской Федерации в оккупированном Крыму, ведь еще в 2014 году он четко заявил о своей позиции, что Крым — это Украина. И сейчас большинство крымских татар ведут социально активную жизнь, они посещают суды, они поддерживают своих соотечественников, они освещают нарушение прав человека в своих соцсетях, и, к сожалению, за это они должны платить такую цену. Каким был этот год? Вот давайте поговорим о 2024. Вот чем он отличается от прошлого? Вот какая динамика, какие тенденции прослеживаются в этом году? На самом деле инструменты и способы преследования крымчан российскими властями остаются те же самыми. Людей задерживают, арестовывают и штрафуют, и отправляют за решетку по обвинениям в экстремизме, в терроризме, государственной измене и также в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Последний пункт, стоит напомнить, появился после 2022 года, то есть таким образом Российская Федерация целенаправленно создала инструмент
инструмент для преследования крымчан. Если говорить о последнем годе, о 23-м и 24-м, то российские силовики усовершенствовали схему по привлечению крымчан к ответственности именно за дискредитацию. Они создают специальные паблики, телеграм-каналы, где ищут видео, где ищут разные факты нарушения этой статьи, и блогеры-активисты освещают это. Кроме того, следующая очень плохая тенденция, по нашему мнению, это не сообщение о преступлениях. Очень часто российские силовики проводят обыски и задерживают крымчан ночью или под утро, угрожают им, и когда их забирают, они говорят их родственникам, что вы, пожалуйста, никому не говорите и никому не сообщайте, а мы через несколько дней отпустим вашего родного. Но, конечно же, в большинстве случаев этого не происходит. Проходит неделя, 2, 3, месяц, 3, и тогда уже родные начинают бить тревогу. Но когда проходит такое долгое время, российские силовики просто говорят, что они не проводили этого обыска, что они не задерживали этого человека, и они вообще не знают, кто это такой и где он. Поэтому мы неоднократно в своей организации просим всех жителей оккупированных территорий своевременно сообщать о преступлениях Российской Федерации, дабы спасти жизнь своих родных, дабы узнать, где они находятся. Многие думают, что если не сообщить, что если молчать, то таким образом они сделают только лучше своим родственникам, но на самом деле это не так. И если своевременно об этом сообщать, то мы можем найти этого человека. Например, после 2022 года именно благодаря этому мы смогли идентифицировать местонахождение более 70 крымчан и жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Вот что, давайте послушаем о том, что об этом говорил в украинском медиацентре Игорь Котелянец, глава объединения родственников политзаключенных Кремля и брат бывшего политузника Евгения Панова. Он тоже советовал и рассказывал, как лучше реагировать, если вдруг произошел обыск, допрос или задержание. Якщо вас стримують і хтось каже, не говоріть про вашого рідного, да, там, не висовуйтесь, ви можете зробити гірше. Гірше вже сталося, і вже навряд чи станеться щось ще більш гірше, каталізатором чого ви можете стати. Тому говорити про своїх рідних абсолютно точно потрібно. Я хочу звернутися до всіх рідних цивільних, які, неважливо, там політв'язні, цивільні заручники, просто цивільні, які опинилися в незаконному ув'язненні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Я хочу звернути вашу увагу на статистику. Статистику звільнень. Близько 5%, якщо брати з 22-го року, от за останні майже 3 роки, близько 5% серед всіх звільнених за так званими обмінами – це цивільні. І подивіться, хто ці цивільні. Тобто це в більшості люди, про яких дуже багато говорили. Їх прізвища були відомі, а їх родичі були дуже активними. А Левиза Джилялова, жена Наримана Джиляла, которого этим летом удалось освободить из российской тюрьмы, поделилась советами, что нужно делать, если вашего близкого, не дай бог, задержали российские силовики. Об этом она тоже говорила в украинском кризисном медиацентре. Вкрай важливо при зникненні, викраденні людини якомога гучніше інформувати суспільство про це. Це може врятувати людину, по-перше, від жорстокого поводження з боку ФСБ у перші години. Чи допоможе припинити ці жорстокі дії по відношенню до людини, чи змусить їх офіційно визначити цю людину затриманою, що дає змогу вже допомогти адвокатам, тобто надати юридичну допомогу цій людині. У будь-якому випадку це краще, ніж мовчати просто. Розуміючи і знаючи про це, я у свій час разом із друзями Нарімана
саме після його зникнення, після його викрадення, скажімо так, з дому після обшуку, я розголошувала про це якомога гучніше. Але треба зазначити, що одночасно важливо організовувати і розшук людини, офіційно звертатися в усі уповноваження на зникнення, затримання людини, силові структури. Не розраховуючи на те, що можна отримати чесну відповідь, але це треба робити, тому що застосування саме такого алгоритму і інформаційного розголосу, і розшуку людини – це є певним імунітетом для людини, яка зникла чи затримана. Вот такие советы. Я знаю, что вы тоже присутствовали на той встрече, где была и Левиза Джилял, и Игорь Котелянец. Ну, давайте эту тему подытожим вашими советами. Да, мы хотим поддержать то, что однозначно нужно сообщать о преступлениях своевременно. Нельзя ждать ни недели, ни дня, ни часа. Нужно сразу говорить о том, что сделала Российская Федерация, об обысках и тому подобное. Нужно, если обращаться конкретно к родственным политзаключенным, нужно еженедельно сообщать о своих родных. Нужно связываться с разными правозащитными организациями, журналистами, для того, чтобы этот человек и вообще тема политзаключенных Крыма была на повестке дня не только Украины, но и зарубежного мира. Потому что таким образом мы можем сделать того или иного политзаключенного токсичным для Российской Федерации, и впоследствии Российская Федерация просто должна будет избавиться от этого человека путем обмена, как это было с Нариманом Джилялом, Эдемом Бекировым и другими освобожденными политзаключенными. Подводили ли вы уже анализ статистики политически мотивированных дел? Может быть, можете сравнить, стало ли их больше или меньше по сравнению с прошлым годом или за годы начала полномасштабного вторжения России в Украину? Действительно, значительное увеличение количества политзаключенных и уголовных дел, оно прослеживалось после 2022 года. Ведь очень много людей задерживали на территориях новооккупированных Херсонской и Запорожской областей, а потом их вывозили уже в Крым. То есть мы эту категорию политзаключенных считаем жителей оккупированных Херсонской и Запорожской областей, но если их вывезли в Крым. И если говорить, например, по сравнению с прошлым годом, то на конец 2023 года у нас было зафиксировано 305 политзаключенных и преследований по уголовным делам, а сейчас это 371 человек, то есть почти 70 людей, и эта цифра должна быть в разы больше, но, к сожалению, не все оглашают. Кроме того, есть такая тенденция, что оккупанты все чаще в Крыму задерживают и уже даже присуждают приговор людям, но не говорят их фамилий, имен, фотографий. То есть они выкладывают видео, где не видно лицо человека, где не сообщаются его данные, и мы просто не можем узнать, кто это такой. Таким образом, это еще один способ, инструмент для давления, как бы на месте этого человека может оказаться любой, кто не согласен с Российской Федерацией. В конце ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял обновленную резолюцию, которая называется «Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и Севастополь». В декабре, я так понимаю, в ближайшие дни или недели ее должна утвердить Генеральная Ассамблея ООН. Это ежегодный документ, который принимается с 2016 года, поправьте меня, если ошибаюсь, и как отмечается, в него впервые добавлены положения о строгом осуждении Генеральной Ассамблеи ООН пыток, других форм жестокого обращения с украинскими военнопленными, включая сексуальное насилие. На что еще обратили внимание в ООН в этой резолюции?
Да, действительно, в этой резолюции говорится о военнопленных, об их правах и в особенности о правах на медицинскую помощь, как и для военнопленных, как для гражданских заключенных, так и для политзаключенных. То есть все эти три категории, они были обозначены. Говорится о запрете на пытки, как вы сказали, нечеловеческое отношение, то есть россияне должны россияне должны сделать так, чтобы наши военнопленные содержались в соответствии с стандартами международного гуманитарного права. Кроме того, в этой резолюции говорится о том, что РФ должна возобновить деятельность Меджлиса, в который раз это было подчеркнуто. Кроме того, учитывая то, что очень сильно увеличилось переследование по дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, то в резолюции говорится о том, что преследование за неуголовные действия или за выражение своей мысли, в особенности в соцсетях, должны прекратиться. И тех людей, которых задержали по этой статье, должны отпустить. Да, напрямую здесь не указывается эта статья, но как тенденция это отображено. Кроме того, резолюция подчеркивает, что нарушаются права на собственность, в том числе фермеров и землевладельцев, которые пострадали на оккупированных территориях. И здесь важно отметить, что эта резолюция уже говорит не только об оккупированном Крыме, но также и о других оккупированных территориях Украины. Также в этой резолюции говорится о том, что Россия должна обеспечить образование жителей оккупированного Крыма и других территорий образование на украинском и крымско-татарском языке. Говорится, что это элемент расовой дискриминации. Отмечается проблема мобилизации в российскую армию. И, конечно же, отдельный блок такой посвящен депортации детей. То есть эта тема остается в фокусе. Как вы прогнозируете, пройдет голосование? Будет ли голосов столько же, сколько в прошлом году, или, может быть, больше или меньше? Ну, если анализировать, то до 2022 года в среднем за эту резолюцию голосовало 60-65 стран. Конечно же, в 2022 году было 82 голоса, и это можно связать с полномасштабным вторжением России в Украину. И что важно отметить, что вот этот рост, это голосовали те страны, которые в прошлые годы воздерживались и не голосовали. То есть страны, которые голосовали против, так и голосуют против. Это в основном те страны, которые имеют сильные такие отношения с Российской Федерацией. И вот поэтому для нас очень важно работать с тем блоком стран, которые не голосуют и воздерживаются, поскольку они открыто не выступают против, и они готовы вести переговоры, и мы можем их переубедить. Если говорить о 2023 году, то тогда было 78 голосов. То есть мы видим, что позиции немного падают, и да, на следующей неделе будет новое голосование, новое голосование, и мы сможем проанализировать. Я думаю, мы в нашей организации думаем, что количество останется наравне, возможно, немного уменьшится, и это говорит о том, что нам нужно усиливать работу именно с тем блоком, который воздерживается, для того, чтобы мы могли приблизить нашу победу. У нас остается буквально 1 минута до конца эфира. Вот многие правозащитники отмечают кризис структуры ООН. Если в 90-е годы мы еще могли видеть даже войска ООН, которые вмешивались в прекращение конфликтов, горячих даже конфликтов, то сегодня это уже, наверное, 8-я резолюция, а эффекты... Как вы оцениваете эффект от этих резолюций? Так или иначе, Россия реагирует на эти резолюции, возможно, не так, как нам хотелось, конечно же, но эти резолюции, они все еще показывают позицию международного общества, в который раз подчеркивает, что международное общество не поддерживает оккупацию Крыма. В том числе в таких резолюциях очень часто, не только я говорю про ООН, вот эту конкретную резолюцию, очень часто
говорится о политзаключенных, об их именах, и именно эти политзаключенные впоследствии уже освобождаются и возвращаются в Украину. То есть это очень хорошая площадка для того, чтобы мы могли держать тему Украины, тему Крыма, тему политзаключенных в фокусе. И, возможно, не такая реакция, как нам хотелось, но она все-таки есть. Благодарю вас. С нами на связи была Татьяна Савчук, менеджер по коммуникации Крымско-Татарского ресурсного центра. А на сегодня это все. В студии для вас работал Роман Спиридонов. Крымчане имеют право знать.